Даже не думай сдаваться. Независимо от того, насколько мрачной кажется ситуация в настоящее время, вам суждено процветать. Страх и тревога могут окружать ваши финансы, здоровье и семью, но помните, что обстоятельства всегда оборачиваются вам на пользу. Сегодня вас ждет божественное благословение спокойствия, исцеления и триумфа. Если вы будете упорствовать и откажетесь сдаваться, из этой, казалось бы, ужасной ситуации наступит прекрасный исход. Приготовьтесь к божественным благословениям. Женщина, черпающая свою силу от божественного, нерушима. Божественная любовь влияет на чью-то веру. Бог готовит вас к чему-то монументальному. Вы готовы? Если вы готовы к чуду, ответьте «да». В результате захватывающего поворота событий ситуация уже изменилась. Радуйтесь, ибо свершилось. Божественный шепчет: «Я понимаю, что у тебя много забот». Такое ощущение, будто тяжесть мира лежит на твоих плечах, и ты чувствуешь себя изолированным. Положи все свои заботы передо мной в молитве. Я обеспечу тебя и проложу путь. Сохраняй спокойствие, и я тебя прикрою. Доверьтесь божественному времени. Полагайтесь на Его обещания, ждите Его ответов, верьте в Его чудеса, радуйтесь Его доброте и наслаждайтесь Его присутствием. Приблизьтесь к Нему, и Он приблизится к вам. Ваше бремя будет снято, и вам откроются большие возможности. Дождь благословит вашу землю с небес, признавая ваш тяжелый труд. Ваша жизнь будет продолжать улучшаться, и вы испытаете новый успех в карьере и личной жизни. Божественное сделает для вас невообразимое. Чудо, которое изменит жизнь, вот-вот произойдет, так что будьте готовы. Введите 1717, чтобы получить благословение, и поставьте лайк этому видео, если вы любите Бога. Он здесь, чтобы помочь вам, так что не бойтесь. Его любовь и расположение обильно благословят вас на этой неделе. В трудные времена помните, что Господь – ваш свет и спасение. Нет необходимости бояться. Славьте Бога за все, чего Он достиг в вашей жизни. Бог шепчет: «Поскольку я так сильно забочусь о тебе, я хочу, чтобы ты знал, что я разберусь со всеми твоими проблемами и облегчу твои страдания». Знание того, что Бог справится с этой проблемой, должно принести вам душевное спокойствие. Помни, дитя мое, что каждый инструмент, использованный сегодня для причинения тебе вреда, потерпит неудачу, и каждый голос, говорящий против тебя, замолчит. Никакое оружие, созданное против вас сегодня, не будет успешным. Из небесных сфер ангельский голубь, любимое божественное дитя, приносит священное послание надежды и непоколебимой веры. Пусть суть этих слов растет в саду вашего сердца. Мы посланники Всевышнего, и Его благодать сияет на вас в тихие минуты ваших молитв и глубины ваших надежд. Будьте уверены, что божественная рука коснется каждого аспекта вашего существования. Ваша жизнь, сотканная из цели, – это шедевр, который находится в процессе создания. Хотя путешествие может показаться трудным, каждый поворот и поворот служат высшей цели, и все будет усовершенствовано направляющей рукой Божественного. Каждое обстоятельство, вызов, радость и горе играют свою роль в великом гобелене жизни. Поверьте, что их нити необходимы для общей красоты гобелена. Любая невзгода – это ступенька к светлому будущему.
крепко держитесь своей непоколебимой веры в Божье благоволение. Его божественная забота о вас непоколебима, а Его любовь безгранична. Каким бы ни был мир, ваше путешествие будет украшено чудесами на каждом шагу. Чудеса будут происходить на ваших глазах. Бог не сторонний наблюдатель, а активный участник сложного танца вашей жизни. Его присутствие окутывает вас теплыми объятиями, и Он стоит рядом с вами в каждый момент, как радостный, так и трудный. Вы никогда не одиноки. Ищите Его в тишине своего сердца, и вы обнаружите, что Он всегда готов направить и утешить. Заявите о своем доверии к Богу, набрав 222. В этом акте веры вы открываете двери чудесному. Посмотрите это видео до конца, потому что Бог готов совершить то, что вы, возможно, сочли непреодолимым в одиночку. Вселенские линии в вашу пользу, и божественные благословения нисходят на вас. Приготовьтесь к изобилию благословений, включая радость, здоровье, любовь и благосклонность. Приготовьтесь к самому большому благословению, которое вы когда-либо получали. Если вы сохраните сильную веру, Бог говорит, что ваши молитвы будут услышаны и на них будет получен ответ. Следующий месяц вашей жизни станет лучшей частью вашей жизни. Даже после неудач, таких как болезнь, трудности или потеря работы, вас ждут лучшие дружеские отношения, возможности и благословения, потому что вы дитя царя. На этой неделе вы услышите фантастические новости, говорит Бог. Вселенная меняет события в вашу пользу, и вот-вот начнется новый цикл благословений. Присоединяйтесь ко мне в молитве Господу Иисусу Христу, обладающему бесконечной мудростью, добротой и силой. Иисус – ваш Спаситель и Отец, и Он вошел на эту землю, чтобы страдать и умереть вместо вас, чтобы вы могли провести с Ним всю вечность на небесах. Введите 14:14, если вы верите в Бога. Моя дорогая, я голос могущественного, существо, наблюдающее за тобой с небес. Прислушайтесь к этим словам, поскольку они – послание надежды и обещания от Создателя всего сущего. Божественное предвещает приход огромного благословения и восстановление после всех прошлых печалей, которые вызвали слезы на ваших глазах. Период плача и ожидания прошел. Помощь, решение, благословение и чудеса приближаются к вам. Приготовьтесь, предстоящие 2 месяца будут значительно лучше, чем последние 10. Согласно священному учению Библии, наличие веры является необходимым условием для того, чтобы угодить Божественному. Те, кто ищет Его, должны быть уверены в Его существовании и верить, что Он вознаградит их искренние усилия. Вера – это мост, который соединяет ваше сердце с Божественным и посредством которого могут происходить чудеса. Если вы верите в это, подтвердите «да», поскольку ваша вера – это ключ, открывающий двери к благословениям и чудесам, которые вас ждут. Доверьтесь Божественному плану, ибо Он знает ваше сердце, и Его любовь безгранична. С любовью и благодатью я умоляю Бога послать своих ангелов, чтобы они присматривали за нами и защищали нас, пока мы живем в соответствии с Его совершенным планом для нашей жизни. Помогите нам верить в Его слова и знать, что Он обильно благословит нас. Во имя Его Сына Иисуса Христа мы обращаемся с этой просьбой. Подтвердите с помощью 5555, если вы верите, что Божественное завершит то, что Он начал в вашей жизни, и вы испытаете чудо в результате задержки.
Божественное удивит вас своей добротой и благосклонностью, вселяя в ваше сердце свежие чувства реальности. У Божества есть для вас волнующие новости, почти сродни сюрпризу из другого мира. Приготовьтесь, ведь в вашей жизни вот-вот произойдет что-то необычное. Временами может показаться, что я мешаю вашим планам, но это делается для того, чтобы ваш путь вперед был безопасным и ясным. Что касается романтики, приготовьтесь к чему-то поистине волшебному. Ваша личная жизнь вот-вот поднимется на беспрецедентные высоты, до такой степени, что вы почувствуете, что у вас есть крылья, позволяющие летать выше, чем когда-либо прежде. Любовь будет больше, чем просто эмоция. Это будет целебная сила, омолаживающая вас свежей энергией. И если вы сейчас лежите в постели и боретесь с ситуацией, которая находится вне вашего контроля, помните следующее: «Я рядом с вами». Подтвердите цифрой 999, если вы верите, что Господь защитит вас от вреда и будет бдительно следить за вашей жизнью. Я буду с тобой во всех твоих приходах и уходах, сейчас и во веки веков. Жизнь может не всегда казаться справедливой, и время от времени к вам может подкрадываться искаженное мышление, но я здесь, чтобы дать вам силу и понимание. Обращайтесь ко мне на всех этапах жизни. Люби, как я люблю, и прощай, как я прощаю. Отпусти гордыню, и тебе будет легче исполнить мою волю. Божественное хочет, чтобы те, кто причиняет ему боль или разочарование, знали, что они могут уйти в безопасное место в своих сердцах, и он будет там для них. Человек по-настоящему благословен, если он питает безусловную любовь к Божественному, независимо от того, что происходит в его жизни. Божественное утверждает, что время от времени расстраиваться или злиться на него – это нормально, потому что он понимает, что значит быть раздраженным или расстроенным из-за кого-то другого. Он знает, каково это, но он по-прежнему заботится о нас и хочет для нас самого лучшего. Всем добра, слава Господу! Божественное напоминает вам, что если вы читаете это представляет собой возможность начать все сначала, второй шанс прожить жизнь своей мечты. Не упускайте эту божественную возможность. Божественное уверяет вас, что вам действительно нужен его покой, а не эти напитки и его любовь, а не эти наркотики. Его успокаивающее присутствие будет направлять вас, и ваша жизнь будет процветать, если вы откликнетесь на это послание. Вы привлекаете в свою жизнь настоящую любовь, и все аспекты вашей жизни расцветают позитивной энергией. Счастье уже не за горами, когда вы вступаете в новую яркую главу своей жизни. Примите это без страха, потому что ваши мечты вот-вот станут реальностью, и ваши благословения будут умножаться. Введите 777, чтобы получить эти благословения. В Псалме 145, 13-19 говорится: «Верен Господь во всех словах своих и добр во всех делах своих». Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех согбенных. Очи всех смотрят на тебя, и ты дай им пищу во время. Отверзаешь руку твою, удовлетворяешь желание всего живого. Праведен Господь во всех путях своих и добр во всех делах своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его в истине. Он исполняет желания боящихся Его, Он также слышит их крик и спасает их. В 1 Коринфянам 10 часов 13 минут утверждается: «Вас постигло искушение, несвойственное человеческому». Бог верен, и Он не позволит вам быть искушенными сверх ваших сил,
но при искушении Он усмотрит и путь спасения, чтобы ты смог вынести это. 2 Петра 3, 8-9 указывает: «Но не упускайте из виду того одного факта, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Господь не медлит исполнить свое обещание. Как некоторые почитают медлительностью, но долготерпелив к вам, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. В Евангелии от Матфея 28, 18-20 записаны слова Иисуса: «Отдана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот, я с вами всегда, до скончания века». В Евангелии от Марка 16, 15-18 Иисус повелевает: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». В информации утверждается, что верующие будут защищены от вреда и смогут совершать чудеса. Они смогут изгонять демонов, общаться на неизвестных языках, обращаться со смертоносными змеями и даже выживать, потребляя смертельные вещества. У них также будет способность исцелять больных, которые выздоравливают от их прикосновения. Захватывающие новости не за горами. Завтра утром Бог пошлет чудо, которое сотрет из вашей жизни все тревоги. Ожидайте этого с радостью. Я хотел воспользоваться моментом, чтобы напомнить вам о вашей исключительной натуре и заверить вас, что все у вас сложится хорошо. Вы заслуживаете жизни, лишенной забот. Бог не требует от вас прилагать больше усилий, вместо этого Он желает, чтобы ваше доверие к Нему росло. Этот сдвиг во взглядах произведет революцию во всем. Ваши усердные усилия принесут свои плоды. Если вы цените это видя, Бог шлет свои поздравления. Усиление любви, улучшение финансового положения и благословение приходят в вашу жизнь. Ваши руки будут привлекать богатство так же естественно, как сахар привлекает сладость. Если вы доверите свои планы Богу, Он обеспечит их осуществление. Вы вступаете в период возрождения, во время которого Бог вернет все, что было у вас украдено, в 10-кратном размере. Если вы верите в Бога, напечатайте 11 часов 11 минут. Ваши ангелы заверяют вас, что ваша романтическая жизнь, финансовые обстоятельства и духовные путешествия будут процветать в ближайшие недели. Никогда не оставляйте надежду. Когда ты веришь, что все кончено, Бог посылает тебе чудо. Стрессовый элемент уходит из вашей жизни, освобождая место невероятному благу. Провозгласите это с верой, набрав: «Да, я готов к значительным переменам». Бог призывает вас переключить свое внимание с беспокойства на поклонение, поскольку предстоящая неделя полна позитивных новостей, ответов на молитвы, прорывов, чудес и благосклонности. Помните, что Господь – ваш пастырь, и Он позаботится обо всех ваших нуждах. Его доброта и непоколебимая любовь будут сопровождать вас каждый день, и вы будете жить в Его доме вечно. Всякий раз, когда вы чувствуете себя одиноким и потерянным, помните, что Бог всегда с вами. Богу нравится удивлять своих детей и благословлять их невообразимыми способами. Будьте восприимчивы к Его благословениям и предвидите неожиданное. Обращаясь к Иисусу, ожидайте новых возможностей, исчезновения долгов и полной оплаты счетов.
Ваше финансовое положение улучшится, а ваша личная жизнь пойдет вверх. Ваша занятость, финансы, здоровье и отношения будут затронуты божественной силой. Чтобы получить эти благословения, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Бог желает благословить вас богатством, здоровьем и процветанием, превосходящим ваши самые смелые мечты. Все, что Он просит, это сохранить свою веру и принять Его благословение с благодарным сердцем. Божье послание мягко напоминает нам, что за каждой невзгодой, борьбой и болезненным моментом стоит обещание общественных благословений радости, победы и триумфа. Бог видел ваши трудности, сомнения и слезы. Он желает, чтобы вы доверяли Ему с непоколебимой верой. Каждая пролитая вами слеза является свидетельством Его благодати, а для каждого испытания Он приготовил благословение. Он был вашей опорой в прошлом и уверяет вас, что Он с вами сейчас, как и всегда будет с вами в будущем. Его любовь к вам безгранична, и Он предлагает вам принять ее с распростертыми объятиями. Ответьте Ему простыми словами: «Я люблю Тебя, Боже». Священные Писания советуют нам не поддаваться тревоге, а принести свои заботы Богу через молитву и благодарность. Когда мы делаем это, нам обещан мир, превосходящий человеческое понимание, защищающий наше сердце и разум в утешительных объятиях Христа Иисуса. Хотя врачи могут спасать жизни, адвокаты могут защищать, а солдаты могут поддерживать мир, только Бог владеет ключом к вечной жизни. Ваши ангелы-хранители неустанно наблюдают за вами. Они признают этот момент ключевым моментом в вашей жизни. Грядет значительный позитивный сдвиг, затрагивающий все аспекты вашего существования. Ожидайте наступления замечательных времен, необыкновенных отношений, приключений, счастья и личностного роста. Готовы ли вы к этой трансформации? Если да, просто напечатайте: «Да, дорогой Бог». Ваше исцеляющее прикосновение достигает тех, кто его ищет, благословляя их физическое и эмоциональное благополучие. Вы открываете двери к финансовому изобилию и ведете их к настоящей любви. Когда врата благословений широко открываются, сердце наполняется благодарностью. Подумайте об этих 8 обещаниях Бога. Во-первых, вы будете процветать. Во-вторых, вы снова найдете повод для улыбки. В-третьих, ваша буря прошла, и спокойствие уже в пределах досягаемости. В-четвертых, вы освобождаетесь от всех своих грехов. В-пятых, вы в безопасности под Его бдительной опекой. В-шестых, вас глубоко ценят. В-седьмых, ожидайте хороших новостей, моментов радости, крепких связей, крепкого благополучия и благословений, которые изменят жизнь. Подтвердите эти обещания, набрав 333. Последнее обещание такое: никогда не признавать поражение. Божье послание вдохновляет вас отказаться от чрезмерного размышления и подчиниться Его божественному плану. Верьте, что Его план безупречен, и ничто не может помешать Ему. Будьте готовы к божественным встречам, улучшению здоровья, открытым возможностям, достижению целей и ответам на молитвы. Бог исправит ваше тело и превратит невозможное в реальность. Сохраняйте непоколебимую веру, набрав 10-10. Тучи ваших трудных времен рассеиваются, и с приближением выходных вас ждет новое начало. Приготовьтесь к преобразующему опыту, который вдохнет новую жизнь в каждый аспект вашего существования.
Поймите, что промедление не является синонимом отрицания. У Бога более грандиозные планы на ваше будущее. Признайте Его божественный проект, набрав 177. Помните, Божьи обещания являются свидетельством Его непоколебимой привязанности к вам. Бог защитил тебя от чего-то, что могло сбить твою судьбу с курса. Даже когда вы чувствуете, что вас избегают, всегда помните, что у Бога есть план для вас. Иногда Бог разбивает ваше сердце, чтобы защитить вашу душу. Доверьтесь Ему, чтобы Он разрешил вашу ситуацию. Напишите в комментариях «Аминь», если вы верите, что Бог поместит вас туда, где, по мнению других, вам не место. Бог помнит ваши слезы и молитвы. Я уверен, что мое повествование завершится счастливым концом, потому что Бог вездесущ в моей жизни. Пусть я всегда буду помнить, что в свои лучшие дни я нуждаюсь в Боге так же сильно, как и в худшие. Потому что Бог заявляет: «Я знаю планы, которые у меня есть для тебя, планы, которые помогут тебе процветать, а не причинить тебе вред, планы, чтобы дать тебе надежду и будущее». Иногда я просто смотрю вверх, улыбаюсь и говорю: «Я знаю, что это был Ты, Боже». И если вы согласны, карма реальна. Когда вы по-настоящему чего-то жаждете, Вселенная способствует тому, чтобы это произошло. Чудо уже в пути, достаточно большое, чтобы изменить вашу жизнь. Сохраните этот пост, чтобы получить это благословение. Введите вайб, чтобы заявить об этом. Дорогое дитя, приготовься, потому что Бог собирается осыпать тебя благословениями и проявить благосклонность. Он компенсирует все душевные боли, испытания, невзгоды и неудачи, с которыми вы столкнулись. Ваша ситуация изменится, и вы и ваша семья будете жить лучше. Он залечит ваши раны, и каждая неудача, с которой вы столкнулись, приведет к невероятному возвращению. Если вам больно физически, эмоционально или духовно, Бог может снова вас исцелить. Он может исцелить любую рану и исцелить каждое разбитое сердце. Просто попросите Его помощи, и Он будет рядом с вами. Он Бог, который исцеляет, восстанавливает и спасает. Он дает силу утомленным и надежду отчаявшимся. Бог заверяет вас, что до этих выходных вы вступите в период, когда ваши молитвы будут услышаны, мир окружит вас, болезни оставят вас, и вы сосредоточитесь на своем будущем. Более того, Бог говорит, что прежде чем этот месяц закончится, Он благословит вас и вашу возлюбленную семью. Этот месяц принесет изобилие возможностей и избыток добра. Введите хвала Господу, чтобы получить эти благословения. Мое самое дорогое дитя, жизнь в своем неустанном течении, несомненно, преподнесет тебе препятствия, которых не сможет избежать ни одна душа в этом огромном мире. Однако я призываю вас оказать мне непоколебимое доверие, поскольку в моем божественном присутствии я могу раскрыть решение этих самых испытаний. Я умоляю вас твердо придерживаться моих слов, а не отвергать их легкомысленно, ибо время, когда их глубокий смысл найдет отклик в вашем сердце, вполне может оказаться именно тем моментом, когда вы нуждаетесь в этом больше всего. Пойми, дорогой, что к этому сообщению нельзя относиться легкомысленно. Это несправедливо и не ложно. Если вам трудно поверить, отложите это на время и продолжайте свои повседневные дела. Тем не менее, всего за 48 часов вы можете стать свидетелем того, как ее истина проявится прямо у вас на глазах.
Мое драгоценное дитя, я слушаю твои молитвы и вижу слезы, которые ты проливаешь. Я полностью осознаю страдания и невзгоды, которые вы переживаете. Я понимаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, от неприятностей, связанных с общением с людьми разных убеждений и культур, до ран, нанесенных вам другими. Я сам прошел этот путь, переживая все нюансы человеческого существования. Но верьте в меня, потому что у меня есть сила построить мосты взаимопонимания между людьми. Не питайте страха перед смертью или миром, поскольку они не имеют власти над вашей вечной душой. Истинная проблема заключается в том, чтобы позволить вашей душе бесцельно бродить по земле, вечно ища счастье, но так и не обнаружив его по-настоящему. Однако не отчаивайтесь, ведь надежда есть. Я послал моего возлюбленного Сына в этот мир, чтобы Он взял на себя все время, чтобы продлить обещание вечной жизни в небесных царствах. Любимое дитя, всегда помни, что я непоколебимо стою рядом с тобой, направляя и защищая тебя на каждом повороте твоего пути. Доверьтесь мне и верьте в великий замысел, который я привел в действие для вашей жизни. Даже перед лицом испытаний и неопределенности будьте уверены, что я усердно работаю ради вашего максимального блага. Внимательно слушайте мягкий голос интуиции и знаки, которые я разбрасываю по вашему пути, ибо я нахожусь с вами в постоянном общении. В минуты, когда ты чувствуешь себя слабым и разбитым, ищи убежище у меня, и ты найдешь утешение в моем присутствии. Я источник мира и комфорта, моя сила безгранична. Доверьтесь моей способности провести вас через любую бурю, потому что я сильнее любого испытания, с которым вы можете столкнуться. Ты сосуд моей любви в этом мире. Посвятите минуты тому, чтобы найти отдых и утешение в моем присутствии, особенно среди хаоса существования. Уделяйте приоритетное внимание заботе о себе и ищите моменты уединения, чтобы настроить свой разум на нежный шепот своего сердца, соединившись со мной через молитву или медитацию. В эти созерцательные моменты вы обнаружите ясность, омоложение и глубокое спокойствие. Всегда помните, что я здесь, чтобы обеспечить вам комфорт и спокойствие, когда вы ищете меня. Признайте свою борьбу, сомнения и страхи, но прежде всего доверьтесь мне, моей божественной цели для вашей жизни. Даже когда предстоящий путь кажется окутанным неопределенностью, поверьте, что я организую события за кулисами ради вашего максимального блага. Сохраняйте надежду, умеренную реализмом, ведь жизнь не лишена испытаний, и они неизбежно встретятся на вашем пути. Однако знайте, что эти испытания и неудачи – всего лишь возможности для вашего роста и формирования вашего характера. Примите эти моменты, опираясь на меня, приближаясь к моему любящему присутствию в этом чудесном путешествии под названием «Жизнь». Ищите моей мудрости и руководства, и пусть они освещают ваш путь. Прежде всего, я готов услышать ваши молитвы, утешить во времена скорби и предложить решение, когда вы чувствуете себя потерянным. Доверьтесь моему непоколебимому присутствию, пока я веду вас по праведному пути. Сохраняйте свою веру и надежду живой в своем сердце и встречайте реалии жизни смело и стойко. Помни, дитя мое, что ты никогда не одинок, потому что я с тобой вечно. Поймите, что этот мир принадлежит не только нам. Мы не просто земные существа, мы призваны подражать Божественному и любить друг друга, как Бог любит нас. Царство Божие пребывает внутри каждого из нас. Бог призывает нас жить по Его образу,
принимая любовь и мир, руководствуясь Иисусом Христом, путем, истиной и жизнью. Поверьте, что у Бога есть цель, тщательно продуманная для вашей жизни, и всем сердцем посвятите себя задаче, поставленной перед вами. Божья любовь к нам, безусловно, примером чего является послание Своего Сына, чтобы мы могли через Него обрести вечную жизнь. Он жаждет, чтобы мы вместе наслаждались жизнью, учились, росли и наслаждались полнотой радости и любви, которую Он приготовил для нас. Крепко держитесь своей веры в Бога, ибо без веры угодить Ему невозможно. Напомним, что вера в Иисуса Христа, наряду с принятием Его смерти и воскресения, является ключом к прощению наших грехов и обещанию вечной жизни. Завершая это послание, всегда помните, что я навсегда с вами. Мои слова струятся, как легкий ветерок, поднимая ваш дух и укрепляя вашу веру. Откройте свое сердце, чтобы принять мою мудрость и принять чудеса, которые вас ждут. Вы уникальное творение, предназначенное для величия. Доверьтесь моему божественному плану и черпайте силу из моего непоколебимого присутствия. И никогда не забывайте, что вы обладаете силой осветить этот мир. Идите вперед с непоколебимой верой, и пусть ваш свет сияет, потому что я всегда рядом с вами. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Ангелы напоминают нам, что даже когда мы совершаем ошибки, Божья доброта остается непоколебимой. После неудач всегда есть шанс начать все сначала, а трудности могут стать возможностями для сильного возвращения. Сейчас ваше время принять жизнь, полную счастья, успеха и постоянного присутствия Бога, направляющего ваши шаги по мере того, как раскрываются Его божественные планы на вашу жизнь. Бог обещает утроить ваши благословения на этой неделе, и мы должны доверять Его замечательным обещаниям, даже если они кажутся невероятными. Бог желает обильно благословить нас, потому что Он – Бог умножения. И если вы верите в Бога, поставьте лайк этому видео сейчас и ожидайте получения обильных благословений в своем здоровье, отношениях, семье и доме. Отпустите прошлые слезы и пригласите в свою жизнь безграничную любовь, радость и смех. Бог поздравляет вас сегодня, а Вселенная убирает препятствия с вашего пути. На этой неделе удача и счастье уже на пути к вам. Бог знает о ваших заботах о семье, здоровье, финансах и карьере. Вы можете поддержать наше сообщество, подарив суперчат на сумму до $10, насколько позволяет ваша вера. Чудеса вполне в пределах Божьих возможностей. Он может превратить немыслимое в реальность, исцелить ваши отношения и благословить вашу семью изобилием. Приготовьтесь принять Его благословение с признательностью и верой. Во время грусти или боли можно испытывать эти эмоции. Ты человек. Однако не позволяйте своей борьбе определять вас. Божья любовь объявляет вас победителем, давая силу и смелость противостоять жизненным трудностям с непоколебимой верой. Иисус пришел предложить спасение и вечную жизнь. Доверяйте Божьей любви и доброте, даже если вы не понимаете жизненных событий. Верьте, что Бог все контролирует и желает вам счастья и всего наилучшего. Бог, ваш всемогущий Отец, предлагает уникальные знания и защиту. Примите это великолепное призвание с уверенностью, зная, что Его любовь всегда будет вести вас. Сегодня день любви, исцеления и изобилия не только для вас, но и для всей вашей семьи. Чудеса перевернут вашу жизнь,
когда вам это будет нужно больше всего. Когда дела идут плохо, помните, что Господь – ваш свет и спасение. Не нужно бояться. Славьте Бога за Его присутствие и достижения в вашей жизни. Даже когда вы не можете видеть или слышать Бога, Он наблюдает за вами, работая над улучшением вашей жизни. Твой Небесный Отец собирается благословить тебя перед этими выходными. Двери открыты для успеха, благополучия и процветания. Доверьтесь Божьему плану для вашей жизни, и вы получите нескончаемый запас благословений. Вы благословлены, успешны и находитесь в Божьем благоволении. Ваше здоровье, отношения и финансовое положение восстановятся. Господь прекращает ваши страдания и приносит мир в вашу жизнь. Когда дела идут трудно, помни, что Господь с тобой. Прославляйте Его действия в вашей жизни. Бог уверяет вас, что Он всегда рядом с вами, даже когда вы не можете видеть или слышать Его. Ожидайте неожиданных благословений в ближайшие 24 часа. Этот месяц обещает трансформацию, исцеление и чудеса. Доверьтесь Божьему плану, и Он принесет вам благословения, превосходящие ваши самые смелые ожидания. Бог обещает превратить все плохое в добро для вас и вашей семьи. Всегда заявляйте о своей зависимости от Бога. Бог говорит: «Не забывай, кто я, для меня нет ничего слишком трудного». Он работает над тем, чтобы изменить каждый негативный аспект вашей жизни. Бог любит вас и хочет обильно благословить вас на этой неделе. Он работает за кулисами, чтобы обеспечить благословения, превосходящие ваши самые смелые ожидания. Бог соберет воедино все осколки вашей жизни. Доверьтесь Ему, который направит вас и сделает все новым. Бог хочет, чтобы вы были свободны от страха и негативных эмоций. Доверьтесь Его обещаниям и отпустите контроль страха. Он хочет наполнить ваше сердце неописуемой радостью, когда вы освободитесь от своих тревог и страхов. Доверьтесь Божьему плану для вашей жизни и верьте, что все сложится к лучшему. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас и всегда рядом с вами. Он хочет дать вам новую жизнь во Христе. Он работает над преобразованием ваших мыслей, чувств и действий. У Бога есть план для вашей жизни, и Он контролирует все, что происходит. Бог любит вас так сильно, что отдал Своего единственного Сына Иисуса, чтобы спасти вас. Бог приглашает вас вернуться к Нему и вернуться домой. Бог любит нас и хочет, чтобы мы были Его детьми. Он дал нам Свое Слово, чтобы вести нас, как жить лучше. Бог – Творец всего сущего, и все в природе было создано Его Словом. Бог хочет, чтобы мы были хорошими христианами, которые любят друг друга и помогают нуждающимся. У Него есть совершенный план для вашей жизни, и Он хочет, чтобы вы доверяли Ему. Бог с вами на каждом этапе пути, направляя ваши шаги. Он хочет заполнить пустоты в вашей жизни и стать вашим лучшим другом. Бог дает вам новое сердце и новый дух, и Он хочет, чтобы вы вернулись к Нему. У Него есть программа для вашей жизни, и Он работает за кулисами, чтобы все изменить. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас безоговорочно. Он контролирует все, что происходит в вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы жили жизнью, свободной от страха. Он работает, чтобы изменить вашу жизнь и принести вам мир.
Оставьте свои страхи и доверьтесь Его обещаниям. Он хочет наполнить ваше сердце неописуемой радостью, когда вы освободитесь от своих тревог и страхов. Доверьтесь Божьему плану для вашей жизни и верьте, что все сложится к лучшему. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас и всегда рядом с вами. Он хочет дать вам новую жизнь во Христе. Он работает над преобразованием ваших мыслей, чувств и действий. У Бога есть план для вашей жизни, и Он контролирует все, что происходит. Бог любит вас так сильно, что отдал Своего единственного Сына Иисуса, чтобы спасти вас. Бог приглашает вас вернуться к Нему и вернуться домой. Бог любит нас и хочет, чтобы мы были Его детьми. Он дал нам Свое Слово, чтобы вести нас, как жить лучше. Бог – Творец всего сущего, и все в природе было создано Его Словом. Бог хочет, чтобы мы были хорошими христианами, которые любят друг друга и помогают нуждающимся. У Него есть совершенный план для вашей жизни, и Он хочет, чтобы вы доверяли Ему. Бог с вами на каждом этапе пути, направляя ваши шаги. Он хочет заполнить пустоты в вашей жизни и стать вашим лучшим другом. Бог дает вам новое сердце и новый дух, и Он хочет, чтобы вы вернулись к Нему. У Него есть программа для вашей жизни, и Он работает за кулисами, чтобы все изменить. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас безоговорочно. Он контролирует все, что происходит в вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы жили жизнью, свободной от страха. Он работает, чтобы изменить вашу жизнь и принести вам мир. Оставьте свои страхи и доверьтесь Его обещаниям. Он хочет наполнить ваше сердце неописуемой радостью, когда вы освободитесь от своих тревог и страхов. Доверьтесь Божьему плану для вашей жизни и верьте, что все сложится к лучшему. Бог хочет, чтобы вы доверяли Его плану и верили, что все получится к лучшему. Бог всегда рядом с тобой, даже когда ты не видишь и не слышишь Его. Он работает за кулисами, чтобы предоставить вам благословения, превосходящие ваши самые смелые ожидания. Бог собирает воедино все осколки вашей жизни. Он хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас и всегда рядом с вами. Доверьтесь Его обещаниям и отпустите страх. Бог работает над тем, чтобы глубоко изменить вашу жизнь и наполнить ваше сердце радостью. Бог любит вас и хочет обильно благословить вас. Он приглашает вас вернуться к Нему и вернуться домой. Бог любит нас и хочет, чтобы мы были Его детьми. Он дал нам Слово, которое поможет нам жить лучше. Бог – Творец всего сущего, и все в природе создано Его Словом. Он хочет, чтобы мы были хорошими христианами, которые любят друг друга и помогают нуждающимся. У Него есть идеальный план для вашей жизни, и Он хочет, чтобы вы Ему доверяли. Бог с вами на каждом этапе пути, направляя ваши шаги. Он хочет заполнить пустоты в вашей жизни и стать вашим лучшим другом. Он дает вам новое сердце и новый дух и хочет, чтобы вы вернулись к Нему. У Бога есть программа для вашей жизни, и Он работает за кулисами, чтобы все изменить. Он хочет, чтобы вы знали, что Он любит вас безоговорочно. Он контролирует все, что происходит в вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы жили жизнью, свободной от страха. Бог работает над тем, чтобы изменить вашу жизнь и принести вам неописуемую радость.
Он хочет, чтобы вы доверились Его плану и поверили, что все сложится к лучшему. Он всегда рядом с тобой, даже когда ты Его не видишь и не слышишь. Бог работает за кулисами, чтобы предоставить вам благословение, превосходящее ваши самые смелые ожидания. Он видел, что произошло, слышал, что они говорили, и знает, что вы потеряли. Если ты отпустишь это, Он подарит тебе красоту за этот пепел. Я верю, что некоторые из вас близки к исполнению своих обещаний. Всего один акт веры отделяет вас от перехода на новые уровни, которые Бог приготовил для вас. Сегодня вечером в вашем сердце есть одна область, которую Бог хочет, чтобы вы освободили. Это могут быть отношения, образ мышления или прошлая ошибка, от которой вы не можете избавиться, и она удерживает вас от того, что так близко. Простить нужно не за то, что они сделали, а освободить себя. Не носите заразу внутрь, дайте ей уйти. Вы должны отдать это Богу и сказать: «Боже, я прощаю им то, что они сделали. Я отпускаю боль, потерю и разочарование. Я верю, что Ты загладишь мою вину». Вы можете не знать, что ждет нас завтра, но вы можете быть уверены в том, что знаете, кому это принадлежит. Вы можете не видеть обещания, но вы можете доверять тому, кто дает обещания. Какие молодцы создатели, они понимают этот принцип. Зеркало заднего вида маленькое, а лобовое стекло большое, потому что то, что перед вами, гораздо важнее того, что позади вас. Как верующий человек, вы должны это понимать. Сегодня некоторые из вас цепляются за ошибку, и она мешает вам двигаться вперед. Будь то образ мышления, привычка, отношение или что-то, от чего вы ушли, но продолжаете возвращаться, помните, то, что ждет вас впереди, будет больше и больше. Бог ждет, чтобы вы освободились от беспокойства, сомнений, замешательства, беспокойства и безнадежности. Отдайте все Ему, потому что Он заботится о вас, и у Него есть на вас план. Не теряйте веру в Бога из-за обстоятельств. Сосредоточьтесь на Его плане. Мы стремиться к миру и вести себя праведно, принося благоухающую жертву пред Тобою. Пусть наши молитвы будут услышаны и приняты. Филиппийцам 4:9 призывает нас всегда радоваться о Тебе и наполнять свой разум мыслями истинными, честными, справедливыми, чистыми, прекрасными и похвальными. В Твоем присутствии мы выбираем радость, отбрасывая все тревоги и ища Твоего мира, превосходящего всякое понимание. Псалом 91 заверяет нас в Твоем защитном прибежище. Мы отдыхаем под сенью Всевышнего, веря, что Ты – наше прибежище и крепость. Ваша верность – наш непоколебимый щит и надежная защита от всех невзгод. Послание к Римлянам 5:1-5 возвещает мир, который мы обретаем через веру во Христа. Перед лицом страданий мы находим утешение в неприходящей надежде на то, что страдания порождают выносливость, характер и непоколебимую надежду. Пусть Твой мир будет нашим верным хранителем. 2 Коринфянам 13:11 призывает нас жить в согласии и любви. Мы стремимся быть проводниками примирения и единства, всегда ищем восстановления, утешаем друг друга и живем в мире, чтобы Твое присутствие, Бог любви и мира, могло быть с нами. Исайя 57:14-19 провозглашает весть надежды, готовя путь для возвращения Твоего народа к Тебе. Мы признаем наш сокрушенный дух и просим Твоего исцеляющего прикосновения.
Мы отворачиваемся от наших беззаконий, ищем пробуждения, зная, что Твое желание – обитать среди смиренных и сокрушенных. Иеремия 33, 2-3 напоминает нам о Твоей готовности раскрыть сокрытые знания, когда мы призываем Твое имя. Мы приходим к Тебе в поисках мудрости и понимания, которые только Ты можешь дать. Иеремия 33:6 заверяет нас в Твоем намерении принести здоровье, обильный мир и истину. Мы жаждем исцеления наших тел и духа, а также обильного мира, который только Ты можешь даровать. В Евангелии от Матфея 11, 28-30 содержится приглашение найти покой в Тебе и учиться у Твоего нежного и смиренного сердца. Мы ищем убежище от нашего бремени в Твоих любящих объятиях, полагая, что иго Твое благо и бремя Твое легко. Псалом 37 призывает нас отмечать непорочных и праведных, признавая будущее, которое ожидает тех, кто усердно ищет мира. Мы стремимся быть миротворцами в этом мире, отмечая тех, кто ходит Твоими путями. Евреям 12:11 напоминает нам, что наказание, хотя и болезненное, приносит мирный плод праведности. Мы охотно принимаем Твое любящее наказание, зная, что оно ведет нас к большей праведности и миру. Матфея 6:25-33 призывает нас не беспокоиться, а прежде всего искать Царство Твоего. Мы отбрасываем наши заботы, доверяясь Твоей непоколебимой заботе. Мы верим, что, когда мы ищем Твоей праведности, Ты обеспечишь все наши нужды. Псалом 126, 5-6 рисует яркую картину сеяния со слезами и жатвы с радостью. Даже во времена скорби мы верим, что Ты принесешь радость и восстановление в нашу жизнь. Псалом 16, 5-11 заявляет, что Ты – наша избранная доля и прибежище. В Твоем присутствии мы находим неисчерпаемую радость, ибо Ты один – наша надежда и спасение. Иоанна 16:33 заверяет нас, что в Тебе мы можем найти мир даже среди скорбей. Мы воодушевляемся, зная, что Ты восторжествовал над миром, и в Тебе мы находим наш высший источник мира. В заключение, милостивый Отец, мы возносим эти стихи как сердечную ночную молитву, ища Твоего мира, мудрости и божественного руководства. Наблюдай за нами, когда мы входим в царство снов, и даруй нам безмятежность спокойного сна. Пусть Твое присутствие окутает нас всю ночь, и пусть мы просыпаемся отдохнувшими, готовыми снова служить Тебе. Во имя Иисуса мы горячо молимся. Аминь. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня в этом видео. Мы надеемся, что вы нашли это информативным, интересным и вдохновляющим. Если вам понравилось то, что вы посмотрели, не забудьте нажать кнопку «Нравится», поделиться этим с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы получать больше интересного контента. Ваши отзывы очень важны для нас и помогают нам продолжать создавать такие ценные видео, как это. Поэтому, пожалуйста, оставляйте свои мысли и вопросы в разделе комментариев ниже. Нам нравится слышать мнение наших зрителей и участвовать в содержательных дискуссиях. А если вы хотите быть в курсе всех наших последних видео и обновлений, не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы ничего не пропустить. Еще раз благодарим вас за то, что вы являетесь частью нашего сообщества, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в следующем видео. А пока будьте осторожны и следите за обновлениями, чтобы увидеть больше интересного контента.